Море цветов, траурные венки, сотни людей. Проводить в последний путь Джума Ахуба пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, представители творческой интеллигенции, общественные деятели, родные и близкие писателя. Для каждого из пришедших Джума Ахуба был немного своим. Кто-то дружил с ним лично, кто-то долгие годы работал вместе с ним, другие просто любили и почитали его творчество. Джума Виссарионович Ахуба прожил очень нелегкую, но достойную жизнь. Родился писатель в селе Атара Ачимчирского района в 1937 году. В том же году отца Джума Ахуба арестовали, осудили как троцкиста на 10 лет. Через 4 года отца писателя освободили, но еще в течение 5 лет он был лишен гражданских прав. В 1943 году Джума Ахуба поступил в абхазскую школу в родном селе. Вскоре он был исключен из школы из-за оскорбления учителя, который назвал его сыном троцкиста, а мальчик в ответ назвал его фашистом. Затем учился в Ткачалской, в Первой Сухумской, Лыхнинской и в Третьей Сухумской школах. В разные годы Джума Ахуба учился в Сухумском государственном педагогическом училище. Был студентом филологического факультета Абхазского сектора Государственного педагогического института, студентом литературного института имени Горького. Джума Виссарионович работал заведующим литературной части Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, литературным консультантом Союза писателей Абхазии, а с 1979 года и до конца своих дней являлся главным редактором журнала «Аказара». Джума Ахуба печатался в центральной советской печати в таком популярном журнале, как «Дружба народов». В то время не каждому писателю удавалось печататься в таких популярных журналах. И он всегда достойно представлял широкому советскому читателю Абхазию. Он был достойным человеком и достойным сыном своего народа. Первые художественные произведения Джума Ахуба были опубликованы в журнале «Алашера» в 1955-1956 годах, в годы хрущевской оттепели. Он является автором множества романов, рассказов, новелл, повестей, стихов, драматических произведений. Наиболее известный роман «Пристань», рассказ «Туган», повести «Бзол», «Войны уже не было» и другие. Его произведения переведены на русский, японский, английский, испанский и другие языки. Этот человек был всесторонне развитый. С ним было интересно говорить на любую тему. Был глубоким философом. В его произведениях всегда меня поражала его открытость, глубина мысли. Меня поражало, настолько он был народный, национальный, насколько он был человеческий, вот настолько он был доступен каждому, начиная от ребенка и до взрослого человека. Он был читаемый очень легко. Для меня он останется в памяти мастером абхазского рассказа, мастером рассказа вообще, потому что в этом мастерстве было просто не превзойти его. Джума Виссарионович Ахуба принимал активное участие в абхазском национально-освободительном движении в 1967, 1978 и 1989 годах. Во время Отечественной войны народа Абхазии несколько месяцев находился в грузинском плену. В послевоенное время Джума Ахуба особое внимание уделял публицистике. Писатель оставил заметный след в истории абхазской литературы. Джума Ахуба был настоящим патриотом своей родины, очень теплым и открытым человеком, всегда готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Для меня Джума – это самое лучшее, справедливый, гуманный человек, который мог радоваться всегда твоей радостью, твоей личной радостью. Знаете, незаменимых лету говорят, но есть Джума для меня незаменимый человек. Абхазский писатель Джума Ахуба был похоронен в Сухуме. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.